Ассаламу алейкум, хайырлы кеш, кадірлі достар, кардашляр. Добрый вечер, дорогие друзья, соплеменники, соотечественники. Сегодня мы решили поговорить относительно стратегии развития татарского народа. Татар халқының өсіш стратегиясы турында фикір алышырға болдық. Не үшін дегендей, чөнки ол қазіргі уақытта бик актуальна мәсьәлә. Это очень актуальная тема, повестка, и без нее, собственно говоря, нам тяжело двигаться. Ну и подвигло меня к этому прошедшие, отгремевшие помпезно многочисленные сабантуи, не только в Татарстане, а в России, по всему миру. И эти сабантуи просто плодятся. Есть местные сабантуи в каждой деревне, в каждом городе, потом вообще республиканские сабантуи, есть вообще федеральный сабантуй. Каждый год избирается новый город, где проводится. Потом есть вообще федеральный сельский сабантуй и зарубежный сабантуй. В общем, дыня была ул сабантуйлар горля буза. Но проблема в том, что вот этот вот, например, общереспубликанский сабантуй проходил 24 июня, в тот день, когда Пригожин отправился в свой незавершенный, недоделанный поход на Москву. Это очень символично, очень характерно к тому, что происходит в татарском мире. То есть в свое время мы очень смеялись, подшучивали, что сабантуйлық, то есть сабантуйность, сабантуйская стратегия, она подменила собой все и вся. То есть у татарского мира не осталось ничего, кроме сабантуя, и вокруг этого сабантуя выстраивается все остальное. Меня тут пытались критиковать, дескать, почему вы обрушиваетесь критикой на сабантуй, это же вот безнгелалар, традиции, хамбашка. Я отвечаю достаточно просто. Ул елаларга мен каршы түгел. Но әгәр дә ул елаларны татар халкының үсешенә һәм барлыгының үзәгенә куялар икән, мин аларга әлбәттә каршы чыгам. Я против того, чтобы стратегию ставили в центр бытия татарского народа, татарской жизни, татарского исторического повествования. И говорили, вот вам сабантуй, вот пляшите, вот пейте, вот жрите эти свиные шашлыки. К сожалению, во что превратились эти сабантуи. Конечно, против такого мы выступаем. Более того, я считаю, что сабантуй должен вернуться к своей основе. Өзінің асылына қайтарға тиіс. Аның асылы неден ғибарат еді? Это құрылтай, мәжіліс. То есть после того, как заканчивали действительно сельхозработы в сельской местности, собирались это дело отметить, да, говорят, дело время потехи час, но самое главное, это был сбор, құрылтай, мәжіліс. Собиралось сообщество, община, махалля и решали свои проблемы. Как нам жить дальше? Вот такие проблемы были. Юл юк мәсәлән. Мәчетне төзекләндерергә кирәк. Яисә там беренче шәкертне мәдрәсәгә узатырга кирәк. То есть выстраивалась вполне понятная стратегия на низовом уровне, и дальше она возгонялась на самый верх. Это был смысл и суть сабантуя. Мәжлис, құрылтай, сбор, полис, как у древних греков. Они же тоже собирались на агоре. Татар аланда жила, да, он собирается на алане, на поляне. Греки собирались на так называемом агоре и решали всем полюсом, что делать, какие вызовы перед нами стоят. Социальные, политические и остальные, военные в конце концов. Но сабантуй сейчас превратили в праздник свистопляски, питья, безделия и демонстрации татар, как в свое время Миниханов написал, мы можем оказаться сувенирной нацией. Есть у него там известная статья, естественно, он написал на чиновники аппарата президента. Когда я первый раз взял эту статью в руки,
Я прочитал не сувенирная нация, а суверенная. У меня глаза на лоб полезли. Ну ничего себе, вот это заход, вот это задел. А потом у меня глаза пришли, так сказать, в норму. И я вычитал, что сувенирная нация. Но к этой сувенирной нации они сами ведут. Со своими этими сабантуями, колфаками, да, и всем остальным. Это и есть часть традиции, бесспорно. Но она не может быть центральным элементом жизни татарского народа. Поэтому мы и говорим, что Булырға тиеш бірінші ширатта стратегия. Стратегиясыз харакат етіп болмайды. Hiç de болмайды. Ол қараңғылықта ерген кебек. Фонарсыз, мысалы, шамсыз, утсыз. Что такое стратегия? В первую очередь, конечно, стратегия должна представлять себе документ, который консолидирует нацию, миллетную, на основе самоидентификации, общности взглядов на прошлое. Обязательно. Потому что прошлое – это не только объективная реальность, но и то, как мы ее видим, и то, как мы ее преподносим. Следующее – настоящее и будущее. Вот эти три компонента и рождают вот этот вот необходимый объем. Без стратегии невозможно планировать жизнь вперед. Нельзя идти без цели и понимания, куда мы движемся. Кому грядеши, как звучало известный заголовок на польском языке. Куда двигаемся-то, господа хорошие? Нация, миллет – это огромный организм, которому требуется и постоянная диагностика, и культурно-духовная практика, бесспорно. И при необходимости коррекция курса. Коррекция. Вот оказались сейчас в пространной ситуации татарлар. И что? А невнятного никто ничего сказать не может. Я понимаю тех, кто находится там, естественно. Но ведь татар сибильян нальдаеши. То есть это дисперсный народ. Дисперсная нация, которая имеет не просто свою территориальную привязку, но и многочисленную диаспору. Многочисленную диаспору, которая, ну, по разным оценкам, там 1,5–2 миллиона составляет. И что вот эта вот диаспора? Максимум, на что способна, это тоже хорошо, я ничего не говорю, но это не тот уровень проведения сабантуя. Все, сабантуй, блин, шикляно. Сабантуй, все, больше нам ничего не надо. Но если ничего не надо, что же вы ноете? Узбильгеля, принциплары, сыях, самоидентичности нету практически. Как вы хотите, если нету нити, которые связывают нацию в единое поле? Когда поднимался вопрос со стратегией, я уже рассказывал, что Бизан Бренчелярден Кутердек, мы его первые начали поднимать этот вопрос, что необходимо. Долбили. Том Щековик, минут Саен. Ну и вот, да, сподобились, значит, и руководство Конгресса татар, и Миниханов выступил с обращением, что нам необходима стратегия развития татарского народа. Но в конечном итоге мы тоже над ней работали. Они убрали все самые острые моменты. Ладно, понятно, там политика уже была. Все сидели, так сказать, боялись что-то говорить. Но были основополагающие принципы, которые как бы прямо не относились к вопросу политического присутствия. Да, конечно, они были исподволь, но все равно. Их не прописали. Прописали следующее. Татар, ул, чак-чак, сабантуй, уважение к старшим, значит, кульмяк, кием, каляпуш. Вот примерно вот на этом уровне. Я не утрирую, это действительно так. И чак-чак есть, и катаквар, и куэнтебар, и все остальное. Коромысло имеется в виду. Ну и на суд, на Конгресс татар вынесли этот документ. Я был на этом Конгрессе татар. Заставили проголосовать. Никто его не читал, естественно. Таких брошюрок они там, по-моему, 500 тысяч, если я не ошибаюсь, экземпляров, а может и 1 миллион напечатали.
и Кетельдальбет, да, на татарском и русском языке, на одной стороне на татарском, на русском. Очень ничтожный документ, ничтожнейший на уровне просто студентов третьего факультета татарской филологии и истории. Общие фразы, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Это, к сожалению, тот куцый документ, на который даже они сейчас и не ссылаются. Приняли, Павел все, вассалям, и забыли. Чтобы общественность успокоилась, чтобы никто не рыпался. Но я вам скажу, когда подняли вопрос о стратегии, татары очень сильно возбудились, в хорошем смысле. Со всех уголков начали писать предложения, идеи, тагдимнар, фаланнар, какие-то проекты. Все. Этого было достаточно, чтобы народ очнулся, воспрял, проснулся. Этого было достаточно. Они поняли, что опасная игра Москва там еще, естественно, погрозила. Тема опасная. Поэтому взяли, все это заболтали, скрыли итоговый документ, то есть его не видели, по крайней мере, люди, которые писали, с которыми мы разговаривали, мы, которые участвовали, какие-то чиновники, сейчас фамилии не буду называть, значит, подкорректировали его в правильном русле, чтобы там политкорректно все было, чтобы, не дай бог, там Москва ножками не застучала. И продавили, приняли. И все, и забыли. Больше про этот документ не вспоминали и не вспоминали. Сейчас его, естественно, поднять невозможно, этот вопрос, скажешь. Ну вот же, приняли. Но случилось следующее. В том году на каком, на 6-м, да, или на 7-м очередном съезде Всемирного конгресса татар, татары раскололись, диаспора, то есть многие не приехали, представители татарских общин из Америки, из Европы, ну вот старая миграция, из Австралии там населен, потому что Всемирный конгресс татар поддержал агрессию Путина против Украины, они приняли специальную резолюцию, там Бринчак Шекорщикта, Фазьяпа, Байрам и Башкалар, вот. И татар милләты, получается, раскололся. Вот он стал тот самый, про который я рассказывал, статичный на Республике Татарстан, и динамичный. Это диаспора. То есть у меня милләтным фанатки, вот как два крыла нации, одно крыло перестало работать, да. И стало понятно, что это вот внутренний стазис, это гражданское противостояние внутри татарской нации по ключевому вопросу, на самом деле. Ключевой вопрос. И стало понятно, что и этот документ итоговый, я имею в виду стратегию развития татарского народа, он тоже дезавуирован. То есть мы сейчас должны говорить о том, что и поднимать, что этот документ, он нелегитимен, потому что динамичная часть татарской нации не признает его, и часть статичной. И, соответственно, нам нужно родить новый документ. И в этом смысле есть возможности, мы призываем всячески, давайте, Дуслар Жилышик, и что-нибудь родим, хотя бы на базе первейших тезисов того, что нам делать, какие ключевые параметры есть и так далее и тому подобное. В конце концов, хотя бы татар халкының яшәүнәмәсен, кодекс. Вот есть Туфановның кодексы, в свое время Мин язган кодекс бар, там 24 пунктан тора торган кодекс, да. То есть, ну, кто такой татарин, из чего он состоит, на каких позициях, как бы идеологических и так далее, на какие позиции он опирается, ну и так далее. То есть, вот понятно. Да. Это, в принципе, то, что называется у индусов хиндутва, индус, кость. Индусы специально в 19 веке проработали эту тему, что, значит, индусскость это, и там перечисляют. Значит, там, культурный элемент, там, значит, религиозный, языковой, хамбашка и так далее и тому подобное. Да? То есть некие маркеры. И в целом, я думаю, что сейчас самое время эти документы достать и активно их
продвигать жизнь, потому что ведь без этого нам тяжело двигаться. Это же нонсенс, что татары второй по численности народ пока что в Российской Федерации, да, с богатейшей историей, крепким цивилизационным стержнем, значит, высоким уровнем влияния на общественно-политические, интеллектуальные процессы не только в Российской Федерации, но и на сопредельных территориях. Само движение джадидов чего стоит, оказавшее колоссальное влияние на Центральную Азию, на исламский мир, как известно. Но этот народ сейчас не имеет стратегии, он не понимает, как двигаться. Не понимает, как двигаться. Обидно вдвойне, Игатля Архампызла, то, что народы, которые значительно меньше нас и по численности, и не столько проявлены в истории, более организованные, более активные, более динамичные, мобильные, чем мы. Мы еще почуем на лаврах. Вот Биг тарихы var. Var. Но ularta kalan. Tarih artta, avda memlekette bilgisiz. Шуңа күрә надо понимать, что без стратегии мы фактически двигаемся наобум. Мы не понимаем, то ли у нас под ногами твердая почва, то ли вязкий ил. Да? Я уже говорил, что этот документ, конечно, должен базироваться на органическом соединении трех элементов, трех векторов. Прошлого, настоящего и будущего. То есть должно быть осмысление. Прошлое осмысление должно быть осмысление историко-философское. Историко-философское осмысление. Как у Марджани, там, Константин татар был Магач. Или татар был на самом деле. Кто ты тогда? Определись. Определение «кто я» самостийности. Это и есть наипервейший метафизический принцип, да. Ну и, как тут не вспомнить Ломоносова, который сказал, что, кстати, он не был, конечно, русским, он был, как этот народ назывался, забыл, который на побережье живут северным. Значит, он сказал, что народ, не знающий прошлого, не имеет будущего. Я полностью с этим согласен. Я думаю, что вы, конечно, тоже, да. И в этом смысле мы не должны избегать ответственности перед историей и перед будущим. Однозначно. И, естественно, первое, что мы должны здесь определить, самое главное в содержательном смысле, это цель. Татары должны поставить перед собой сверхзадачу. Пусть она будет выглядеть с позиции сегодняшнего дня утопичной, нереализуемой, нереальной, но всякое большое начинание, скажу я вам точно, как дипломированный историк, начинается с формулирования утопического, недосягаемого сегодня нарратива. Однозначно. Масалян, вот самый простой пример. 160 лет назад Россия еще находилась в состоянии крепостного права, а США боролись за отмену рабства. Сейчас, тогда никто не мог помыслить, что простые люди, у которых нет имущественного ценза происхождения и так далее, будут свободно голосовать, выбирать, быть избираемыми, богатеть и так далее и тому подобное. То есть не могли представить, потому что они жили поколениями, бедолагами. А раз, я уж не говорю про технологический прогресс, тут уж все понятно. Я говорю, что общественно-политические формации меняются. Меняются. Так же самое, когда вот уже мархум Фандасабый Суфиулин Балян Аралашканда, Селешканда, вот был у нас такой мэтр, Фандасабый Суфиулин был и депутатом, и Госдумы, и Государственного совета. Очень яркий, харизматичный человек был. Умер почти в 90 лет, 1,5 года назад или год назад. Он мне сказал следующее: Руслан, сізге әзір боларға керек. Потому что, говорит, 90-ші елда мы не ожидали в 90-м году, что этот суверенитет упадет к нам. Мы не были готовы по-настоящему. Никто не ожидал, что эта махина, что этот мощный совок с его ракетами, с его институтами подавления, с его КГБ, МВД, партией, профсоюзами и прочей нечистью в момент распадется.
Сейчас то же самое может быть. То же самое. Раз проснулись, уже новые обстоятельства, новая историческая реальность. А готовы мы к ней? Я сомневаюсь. Не готовы. Элиты настоящей нет, той самой стратегии нет, и Мақсат yok. Хадаф yok. Почему? Потому что мы не понимаем систему координат, в которой мы находимся. Мы не понимаем, что составляет идейно-содержательный корпус нашей жизни, с чего мы должны отталкиваться. Есть общий лозунг. Просто. Я наблюдаю, не хочу никого критиковать. Но дальше лозунгов ничего не проходит. Лозунговщина такая, и все. Двигателя. Так не бывает. Я приводил много раз пример того, как великая немецкая классическая философия, Гегель, Шиллер, Фитхе, Кант, в конце концов, родили немецкую нацию. Ее не было в XVIII веке, германской нации единой не было. Они создали высокую мысль, поняв, что по-другому они не могут собрать эти 80 с чем-то кюрфюрств, герцогств и так далее, маленьких удельных княжеств. Не могли собрать. Они до сих пор очень разные. Южные, там, швабы, баварцы, ТГС-МНС, они все очень разные до сих пор. У них есть ощущение, что мы единая нация, мы единое цивилизационное общество. Об этом писал и Гегель, в том числе в феноменологии духа, и остальные, конечно. Ну и Хайдеггер довершил все это дело. Как бы там не было. И в 1771 году фон Бисмарк, разгромив французов, которые доминировали после Наполеона, да, просто в Европе тотально, смогли разгромить своего извечного врага и стать той самой нацией. Воссоздать, я не очень люблю слово империя в данном случае, да, большую политическую общность. А что нам мешает? Другое мне нравится выражение у Канта. Дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен образоваться мир. Вот дайте мысль, и я вам покажу, как действовать. Что нам этого? Что-то есть хватает. И в этом плане, да, надо уметь говорить о высоких материях. Именно они конструируют мир. Ткут из тумана неопределенности, цельное восприятие, формирующее наше отношение к действительности. Ведь мы до сих пор живем какими-то, ну, скажем, устаревшими установками. То есть вот есть, масалян, республика. Ну, я много раз об этом говорю. В 1920 году нас заперли в эти небольшие территориальные границы. И мы довольны. Но 75% татар проживает за пределами Татарстана. Ну, я это еще ниже скажу, у нас еще время есть. Ну, короче говоря, был такой французский уже историк, не германский, французский историк Эрнест Ренан. Многие, кто увлекался или интересовался историей, конечно, знают его имя. Он дал свое определение нации. Определений нации очень много, на самом деле. До сих пор идут баталии между конструктивистами и примордиалистами, что такое нация. В общем, чтобы далеко не уходить, у него есть хорошая цитата. Она звучит следующим образом, что нация – это великая солидарность, опыт страдания и жертвоприношения. Нация – это великая солидарность, которая основана на чувстве жертвы. Не просто ля-ля-ля тополя, сабантуй хамбашкалар, а солидарность и чувство, общий опыт страдания и жертвы. Если вы готовы на это, значит, вы точно общность. А если нет, то вы просто разномастная группа, которая собирается в момент празднования всего и вся, и потом рассыпается, как бусинки, никому не нужные. Это и происходит сейчас. Нет этого опыта. А что нас цепляет? Непонятно. Где вот высокая мысль, на основе которой выстраивается все остальное. Я опять-таки много говорил про это и говорю, что
Инджиль, то есть не Инджиль даже, Таурят, начался со следующего стиха. Сначала было слово, и слово было у Бога. Да, и это слово было. То есть калимуллах, слово. Икра энда шваласлам. Ингдрильде. Бисмилля, икра би исми раббики аллази халяк. Икра – это и читай, разумей, понимай, говори, объясняй. Вот икра – это корень слова, значение Коран, понимание, разумение. То есть сначала с этого начинается, потом все остальное. Это я вопрос о том, что многие вопрошают, где-то местами справедливо, я соглашаюсь, что вот сложно выстраиваете, ну, как надо попроще. Да, поэтому стратегия нужна, потому что стратегия заключает в себе несколько ступеней. Историко-философский аспект, стратегический аспект, дальносрочный, краткосрочный, среднесрочный и дальше тактические действия, конкретные наработки. Это и есть стратегия. И каждый находит то, что соответствует его уровню понимания. И он находит, вот я могу этим заниматься, вот я так буду действовать. И так надо, естественно. Мы прекрасно понимаем, что мы не рождены все одинаково, в смысле одинаковыми способностями, возможностями. Да, у всех они разные. Ну, кто-то и жрец, и жнец, а кто-то на дуде и грец. Ну, бигабет, что называется. Это и есть сплоченность, когда все разные, но как бы составляют некую единую общность. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим, что татары, с одной стороны, едины, мы должны понимать, что наше единство должно основываться на каких-то новых началах. То есть мы не можем выстраивать сугубо на предмете Республики Татарстан. Это просто ошибочно. Да, она присутствует, некий маркез, некая столица, ну, политическая, пускай. Но вот ее нет сейчас. Вот сейчас политически ее нет. И что делать? И компас начинает вот так крутиться, мы не знаем, куда двигаться. Так не бывает. Поэтому я и сказал, что вот предложил 5 моделей Татарстана. Татарстан, собственно говоря, вот в тех границах, да, это большой Татарстан, ареал проживания татар, это татарский логос, то есть татарская мысль, которая охватывает, да, и это диаспора, которая находится в состоянии сообщающихся сосудов. Они друг друга поддерживают, когда вот статичен Татарстан. Полумертвая как бы диаспора берет на себя функцию насоса и возгоняет энергию жизни, давление жизни. Вот без понимания этих вещей нам тяжело двигаться будет, понимаете? Поэтому приходится вот конструировать, поэтому приходится концептуализировать многие вещи, потому что по-другому оно никак. Или мы говорим, что без Шиннанда Туарихта Злибес, что мы оставили след, но оставили след не только как воины, как строители, как мыслители, как распространители ислама. Мы обязательно работали с мыслью. Фикр бля наш шлят. Улбулмаса, ну и, соответственно, там очень много проблем. Необходимо там, скажем, условно, демографическое прогнозирование. Да? Есть у нас там географы известные, демографы. Что, как татары будут двигаться, какой антропоток. Вот Идель-Урал, там татарный купчелевья Шимесарен, да? Как будет татарский массив по кайме этих пространств двигаться, куда он будет устремляться, антропоток, какие есть механизмы для производства тела татарской нации, татарского культурного и духовного поля, ну и так далее, да, татары, которые находятся в рассеянии, севильян татарва. Ну, то есть это всегда, это живой организм, я еще раз говорю, живой организм, и постоянно его нужно мониторить и диагностировать. Правильный вопрос задает тот относительно села, Масалин. Вот вопрос об урбанизации татар. Известно, что не только татары, все устремлены в города. Антропоток очень серьезный. Да? И села, которые до недавнего времени были поставщиками национальных кадров,
культуры теряют этот важнейший статус. Теряют. Таковы реалии. Селяви, как говорится, такова жизнь. Что делать? Значит, татары расселяются в какие-то агломерации. Уфа, Казан, Масалян, Оренбург, Екатеринбург, Москва, туда Новгород, Хамбашка, Масалян. То есть там вот эти вот массивы татарских создаются. Там, значит, формируется своя субкультура, национальная среда. Ее тоже необходимо концептуально и системно осмысливать, понять, как она будет развиваться там, как ей содействовать. Но когда я был в Татарстане, мы занимались этими вопросами, в том числе вот, татар шахматы, зиялар клубы бар еді. Біздің бірнеше бөлекшеміз бар еді, шел в Москве, мәселен. Екатеринбургта, Тыманда, Хамашкаларда, да, то есть мы старались собирать там вот татарских интеллектуалов, неравнодушных людей, потому что это барыбір ущак, все-таки зиялы кішілер. Татарның зиялылығы белгілі факт, тарихи факт. Ну и так далее. Но самое главное, о чем я тоже все время говорю, это идея экстерриториальной общины татарской, махалля. Это тоже принцип, который мы можем взять за основу, его прорабатывать. Инкилабка кадар татарлар швайшайны. То есть до революции жили татары системой самодостаточной общины. Самодостаточно. Не зависело от государства. И государство ничего не давало. Но все медресе, мечети, газеты, журналы содержали татарские меценаты. Хайрия Щеляри, да? Байлар. Они брали на себя функцию. Более того, они поддерживали татарских интеллектуалов, творческих деятелей, Тукай, Алимджан Ибрагимов, Хамбашка и Шикшеля. Поддерживали. То есть это был симбиоз очень важный. Они же двигали политическую повестку и депутатов татар в первые две Государственные Думы. Поэтому без этого основания, без понимания того, вот этих механизмов мы не сможем двигаться. Мы не сможем просто понять вообще, что происходит. Без системного анализа и невозможно понимать. И надо сейчас точно осмыслять, что так или иначе территориальные кооперации уступают место экстерриториальным и виртуальным. Так? Так. Мы с вами общаемся, Насалян, вот сейчас. Аралашадус, интернет уже. Виртуальный днёш. Это и есть виртуализация и экстерриториализация. Она дает нам хорошие возможности. Мы не живем компактно. Да, я же говорю, 75%, ну сейчас там 73-72, за пределами Татарстана живут. И не только Сабантуи должны объединять. И не столько Сабантуи даже. А вот всевозможные такие площадки, это тоже институции татарской нации. Ну давайте подумаем, Хазир. Сколько у нас подобного рода площадок? То есть вот заходишь, вот, mesela, да, Азатлык радиусы бар, это важнейший, как главный институт вот, сохранения некой татарской общественной мысли. Говорю это достаточно честно и искренне, потому что башка майданчиклар юк. Да, есть Татарстанда, значит, телевидение спутниковое, но вы же понимаете сейчас, в каких они тяжелых условиях цензуры. Они не могут говорить то, что мы считаем важным и проблемным для нас. Не говорят. Все. Там, как я уже говорил, статичный Татарстан сейчас в полуспячке. Вынужденный, невынужденный. Но его надо признать как факт. Значит, другие институции должны взять на себя эту ответственность. Конгресс, понятно, БТ тоже лежит под властями. Тоже ничего не говорят. Ни Нарса, вообще куда-то миллиард. Только вот Сабантой, Бию, Фалян. Даже тель мәсьәләсе күтәрелмей. Потому что саяси тема. Это политическая тема. Язык – это всегда вопрос политической коммуникации. Тем более в Российской Федерации, где нам запрещают не просто открывать школы, университеты, а даже говорить о важности татарского или иных языков – это уже политическая статья. Соответственно, у нас есть очень много, да? Но все, что есть, оно какое-то рыхлое, не жизнеспособное.
хотя это нацискрепляющие элементы, по крайней мере, внешние, но мы не используем. Не используем. Где наши нормальные спикеры? Татар тілінде болсын, рус тілінде болсын, инглиз тілінде болсын. Где? Это же не сложно, мәселен. Интернетта, ютубта болсын. Қоя біздің сайтларыбыз, да, там много всяких телеграм-каналов, да, но они не формируют большую повестку общества. Мы готовы присоединиться, помогать, содействовать, какие возможности у нас есть. Но и все остальные должны проявлять инициативу. Это несложно. Понимаете, нашли кусь-курка, кулы шли, да, глаза боятся, руки делают. Ну, и надо так действовать. По-другому просто мы окажемся в очень плачевном состоянии. Ну, я уж не говорю о том, что вот это вот гомогенное татарское пространство, об этом уже сколько сломали стрел, да, который бы вот выступал этой связкой. Ну и дальше там все остальное вытекает, я просто вот тезисно перечислю. То есть мили университет. Сейчас в Татарстане это не создашь, понятно. Не воссоздашь. Ну, интернет оша. Интернет оша ведь она эшләтергә була. Ну вот Канада татарлары башлап җибәрделәр, но пока вот ресурслар җитми, кешеләр җитми, ну и так далее и тому подобное. То есть надо подключаться. Но многие просто не знают проблем в этом. Я знаю, многие хотят помочь. Есть много специалистов. Поэтому нужна постоянное информирование. Коммуникация – это и есть часть сплетения нации. А сейчас онлайн. Зачем сейчас куда-то ходить? Вот, например, во время пандемии и ученики, и профессура, и студенты все через онлайн учились. Да, какие-то есть недостатки, конечно, сложности. Необходима прямая коммуникация, прямое взаимодействие. Но есть условия. В этих условиях мы находимся. Что нам мешает? Сделать лекции. Вот нас наберут там кешеләрне чакырып, какие-то актуальные вопросы обсуждать. Интерактив, вопросы-ответы. Что нам делать, как нам быть? Вот у кого-то проблемы там, где-то там, да? Надо помочь. Открываешь там какой-то счет, помощь. Ну, это части информирования и просвещения. Нагрев системы. Ну и там и так дальше, да, и определение сакральных мест там татарского народа, там карта национальной топонимики, место славы, памяти, да, это тоже мощный механизм укрепления национального самосознания, это тоже через интернет делается, да, ресурсы нужны, да, что-то сделано, ну, очень хорошо, значит, барларға керек, бірләштерге керек. Ну, там, я уж не говорю там о концептуализации идей татарской полноценной государственности или, как я ее называю, политии суверенной воли. Она тоже требует постоянного обсуждения, говорения, каких-то проектов, что, как. То есть бахасля шукеря, фикаралушу. Вопрос подготовки национальных кадров, там, общественных национальных кадров, да, которые бы выполняли роль авангарда национального движения в местах там компактного проживания татар, да, они являются теми самыми элементами или урановыми стержнями этой работы, идеологической работы по пропаганде, да. Обязательно надо это делать. И мы в свое время поднимали, и в Конгрессе даже писали, делали концепцию, ее приняли, естественно, и под сукно засунули. То есть это можно вытащить, она есть у меня. Вот что, как, цикл лекций по истории, культуре, языку, фалян, как двигаться, вопрос оргработы, ну и так далее. То есть методички, простые методички, понятные, но очень эффективные. Ну и, конечно, очень важно это найти механизм привлечения национальной буржуазии, финансирования татарской организации, проектов, я уж не говорю там открытие школ, культурных центров, медиапроектов каких-то, да, где-то помогать соплеменникам, талантливым, немощным. Это тоже большая работа, это тоже кто-то на себя должен брать. Встречаться, сөйләшергә, аңлатырга,
эти проекты делать или помогать кому-то их составлять. Это же тоже огромная работа. Но без этого никак, потому что у нас сейчас нету центра по-настоящему. Он оккупирован Москвой и московскими ставниками. И все ресурсы там оккупированы. Но есть мы, нас же много. Что мы не в состоянии, что ли? Во многом это, конечно, риторический вопрос, но я думаю, я убежден, что постановка их может разбудит во многих людях вот хотя бы ощущение того, что такая проблема есть и что-то надо делать, хотя бы каждый на своем уровне, степ-бай-степ. Да? Ну и так далее и тому подобное. Здесь очень много можно говорить, я имею в виду по стратегии, как бы план у нас есть болванка. Все это так, я думаю, можно вынести на всеобщее обсуждение, просто нужно понять нам с вами вместе, какие механизмы, да, потому что она все-таки стратегия должна вмещать очень многие базисные вещи, не только текущий анализ ситуации. Она ведь меняется, анализ ситуации, да. Соответственно, преамбула должна быть какая-то такая философская, да, там идеи прогнозирования должно быть, потому что все же подвержено остыванию, и жизнь народа, да, и он меняется, естественно. 100 лет назад была одна ситуация, сейчас она другая ситуация. И среднесрочная перспектива, как я сказал, вот, там бишьел, уньел, икебун, ишбун, езъел, икиезъел, масалян. Футурологический взгляд обязательно был рад. Смотрите, очень интересный момент, мы тут обсуждали с моим близким другом, очень неравнодушным к проблемам нации человеком. Вот икиз елдан интерас. Да, небольшое произведение. Футуристический взгляд, попытка футуристического анализа. Ну, такая призмированная через художественную проекцию. Но до сих пор Татарлар обсуждает, до сих пор настолько он сильный сам по себе заход. А что такое вот наше будущее? Вот что такое? Уже породило на протяжении 100 лет обсуждение этого произведения. Вы просто вдумайтесь. Произведение не тяжелое, небольшое, можете его прочитать. Интернет-товаром. Но оно до сих пор вызывает спор. Поэтому я говорю, что футуристический взгляд в будущее – это то, чего не хватает татарской интеллектуальной прорывной мысли. Есть хороший автор, я его тоже часто в наших стримах, в наших разговорах упоминаю. Жак Аттали. У него есть неплохая книжка. Краткая история будущего. Тоже она есть, я ее даже в своем телеграм-канале выкладывал. Может, вот после эфира выложим еще раз. До этого у него была «Горизонты 2000-го». То ли Сиксанту издали, то сам Бердевал она. Шагардол Китапна. Он первый ввел понятие мобильник, мобильный телефон. И он там описывает 30 лет назад, более 30 лет, что цифровой номад, то, что сейчас все уже говорят, номад, там, кочевники. Тогда это просто для человека было, для людей, что-то невообразимо. Он говорит, вот в мобильном устройстве у человека будет вся жизнь. Так и есть сейчас. То есть, в принципе, он спрогнозировал что-то. А если ты можешь понимать, как двигается механизм процессов, то ты можешь выстраивать на основе этого какую-то проектную, организационную и прочую деятельность. Опять-таки, я много раз говорил, вот есть Фрэнсис Фукуяма, тоже известный футуролог, как он называет, значит, называется «Идентичность». Усть Бильгаляну, значит, татарщина. Да? Татар Талиндела ворол. Ёб, конечно, шучу. Он говорит, у него есть известные произведения «Конец истории». Но все почему-то считают, что это повествовательное или утвердительное. А там он здесь пишет. У меня был, говорит, знак вопросика. То есть он считал, что с крушением Советского Союза наступает конец цивилизационного противостояния. Совок рухнул, либерально-демократический мир западный, он же победил,
значит, диалектика прекратилась, противостояние. Да? Тезис, антитезис, синтез, то, что говорил Гегель, впоследствии развил известный татаро-мишарский деятель Карим Маркс. Но он говорит, я ошибся, он признает в этой книге. Единственное, что мы не можем отнять у человека, он говорит, мы можем его как бы глобализовать, мы можем сделать из него усредненного обывателя, потребителя и прочую сволочь, но идентичность национальную, религиозную мы не можем вычленить, он говорит. Он признает это ошибкой. Что бы ни делали, как это по-английски это звучит, значит, идея вот плавильного котла, Melting Pot, что ли, в середине 19 века один еврей в Америке написал такой утопический рассказ. Рассказ назывался «Плавильный котел» или «Кигель» плавильный. Да? И потом вот пошло в массы это явление и эта терминология «плавильный котел» американский. То есть я к чему это говорю? К тому, что вот эти тропы художественные, они очень важны. То есть они как бы задают некий тон, как и сделал Аяз Хаки, который не только был политическим теоретиком и организатором национального движения, но, как известно, и драматургом, и писателем, и так далее. То есть в любом случае люди такого типа, они сочленяют несколько ипостасей, да, и в этом их монументальность и, соответственно, величина. Поэтому еще один важный момент, который я хотел отдельно вынести, может завтра, так у нас вопрос еще есть, да, запишу отдельный ролик, но все равно давайте мы этот момент проговорим. Когда нам говорят, что вот Татарстан будет свободный, вот вы там живите, вот в этом маленьком периметре 68 тысяч квадратных километров или там 66. Но я уже говорил, что татарская масса это шире, у нее есть как бы множественные расходящиеся вширь основания, да? Поэтому пространство воли и пространство сознания, которое живет в татарах как предполитической нации, она обязательно проявит себя в момент крушения этого безумного режима. И здесь возникает интересный вопрос. Так как политическая масса татар преобладает в определенных территориях, она вправе после крушения самоучредить себя как политический субъект. Да? И на этих территориях, на которых она проживает, соответственно. Могут возразить, ну как же вот там договора с Россией? Нет. Татары добровольно в состав Российской империи, сначала Московии, затем Московской империи, не входили. Следующее. Да, был подписан федеративный договор в 1994 году между Российской Федерацией и Республикой Татарстан, который назывался «О разграничении полномочий и предметов совместного ведения» и т.д. и т.п. Дальше сложный бюрократический язык. Но он подписывался на 10 лет. В 2004 он истек, не подписали, в 2007 подписали в урезанном виде. На 10 лет, в 2017 он истек, в 2017 Москва отказалась его пролонгировать, запретила язык, как вы помните, да, это все происходило одномоментно, ну и Конгресс татар состоялся в это же время. Получается, что юридическое взаимодействие между Российской Федерацией, вообще не понимаю, что такое Российская Федерация, потому что это субъекты, нету такого вот. Федеральный центр, то, что мы употребляем, само по себе неправильное определение. Не может быть у Федерации некий федеральный центр. Нет, потому что и Москва, и Питер, и Курск, условно, и Сахалин, как у Николаева, человек, влюбленный в Сахалин,
они все равны, как субъекты. Они есть, учреждают федерацию, это объединение, как известно латинское. Так вот, договор прекратил действие, значит, у нас нет никаких отношений с Москвой, с Российской Федерацией. А по первому договору признавали Татарстан как субъект международного права, ассоциированного с Российской Федерацией. Что это значит? Они вместе создают некую общность Российской Федерации, ассоциированное членство. Все. Москва отказалась пролонгировать, зафиксировали. Дальше она прекращает свое существование, разваливается, и, соответственно, нету никаких у нас пред ними то, что называется обязательств. Все, новое пространство, новая ситуация, новая политико-юридическая ситуация. И мы переучреждаемся, потому что то, что нам в 1920 году навязали в виде ТССР, сейчас нас не устраивает. И мы переучреждаем себя как новая нация и на тех территориях, где мы компактно проживаем. Все. И юридически абсолютно не подберешься, и политически. Потому что субъект – это тот, кто провозглашает себя в политическом поле. Мы себя провозгласили, у нас есть политический проект, и на основе этого это признается. Могут сказать, да, кто вас признает. Господа хорошие, а кто в древности кого-то признавал, что ли? Что там, Рим кто-то признавал? Там признавали, значит, какие-то наполеоновскую Францию, что ли? Плевать все хотели. Никто ничего не признавал. Мир этот постялтинский, заключенный в 1945 году, он закончился. Все. Россия агрессор. И этот мир, который просуществовал 70, там сколько, 7-8 лет, хотя цикл 72 года, все, он закончился. Поэтому мы не можем играть по тем правилам. Все, они изменились. Rule is change. Правило – это есть изменение. Это не константа. Это не константа, как известно. Поэтому мы и говорим, что после этого, как все случится, как этот безумный режим прекратит свое существование, вполне естественно, тогда мы переучреждаем себя в новую территориальную, политическую или экстерриториальную общность. И из этого надо исходить. Не циклироваться на, циклиться, вернее, на Татарстане. Бесспорно, это важно. А как же другие наши территории, где татары живут не просто столетиями, а тысячи лет. Это очень важный момент. Кадырлы Дуслар, его как бы необходимо зафиксировать, потому что мы должны создать свое политическое гиперпространство, которое бы пронизывало все пласты жизненного нашего, социального, духовного, культурного, интеллектуального и так далее. Мы должны строить политическую нацию. Политическую. А политическая нация выдвигает политический аспект. Она говорит языком политической коммуникации. Это не эфемерное явление, не эфемерные вещи, которые я говорю. Нация обретает собственное внутреннее, уж извините за такую вот, возможно, излишнюю метафизичность, но она просто важна, ее надо проговорить. Через отрицание державности этой российской, квазиимперскости. То есть это то, что является оппонирующим нам. Сегодня, например, я встречался с нашими братьями, друзьями, татарлар белән, они тоже очень переживают и находятся в раздумьях, что и как действовать. И в процессе нашего разговора возник интересный тезис, очень интересный тезис, что такое политическое, да? Опять-таки я говорил о том, что в свое время Карл Шмидт определил политическое через определение, масло масляное получилось, через фиксацию врага и друга.
душмандус или кардаш. Кард – это, как известно, с персидского делание. Кардаш – это тот, с кем ты что-то делаешь. Выстраиваешь какую-то политическую проектность или что-то другое. И враг. То есть на определение врага и кардаша, соделателя, скажем так, и определяется ваше политическое внутреннее. Мы понимаем, что сейчас враг явен, вот он понятен. Мы должны определить друзей, соделателей и так далее. А без этого достаточно тяжело входить в политическую плоскость, скажем так. Ну, вот так у меня много, это же получилась лекция, конечно. Тем оно и лучше. Давайте вопросы. Руслан, зачем Сабантуй делают интернациональную кашу? Они так хотят убить татаро-национальную идентичность, что ли? Это хороший вопрос. Он должен распадаться на несколько составляющих. Первое. Надо понимать, что мы живем в эпоху постмодерна. Опять приходится здесь утяжелять и усложнять, но, извините, без этого никак. Значит, что такое постмодерн? Это, как вы правильно сказали, каша. Это масло масляное. Туда могут напихать и Фердуса Тимаева, и каких-нибудь там группы «Монеточки», и стриптиз, как, значит, на Сабантуе, который проводил близкий друг и бизнесмен Рустама Миниханова, Минахметов, да, у себя в родовом селе в Атнинском районе, в Мингере. Там ночной Сабантуй, так называемый Тынды Сабантуй. Там гонки, ралли, вот все, что они любят. Но это их вотчина, как у Кадырова, там, Центрой или что у нее там. И стриптиз. И, соответственно, их задача, естественно, превратить это просто в шоу, развлекуху, значит. Ну, он называется Сабантуй. Сабантуй, там есть у него атрибуты необходимые, вот их вывешивают. А в основе своей, это я уже говорю не Сабантуй. Это большая неразбериха. Но даже есть в Татарстане то ли правительственная комиссия, то ли комиссия при Министерстве культуры, которая сейчас, значит, занимается возвращением к истокам Сабантуя. Там Миниханов дал указания, был он где-то то ли в Баку, то ли где-то, там что-то посмотрел, сказал, Сабантуй надо возвращать. Что такое, зачем? Ну, естественно, сейчас будет бюрократическая возня, и примерно то же самое будет. Поэтому, да, я же говорил, что Сабантуй – это не тот Сабантуй, о котором мы говорили. Он выполнял в свое время, да, функцию объединения татар, там, в советское время, когда, ну, не было других возможностей объединения. Вот татары, например, в Москве проводили в Битцевском парке. Битцевский парк известен по одноименному маньяку Битцевскому, если вы в курсе. Да, вот я знаю людей, которые сейчас, они уже, к сожалению, Мархумнаршу, Мухаммад Миначев, эти вот нижегородские мишары, которые вот с 80-х годов ходили к каждому татарину, ходили по предприятиям, искали татарские фамилии, обзванивали их, ногами ходили и так далее. Вот им важно было, они объединялись, там собирались, общались, там знакомились, находили мужей, жен и все остальное. Сейчас же этого не нужно. Абсолютно. Сейчас все в интернете, пожалуйста. Поэтому здесь я и говорю, что он перестал работать. Здравствуйте, расскажите, почему часто происходит конфликт между татарами и башкирами? Большой шанс на смерть татарской нации. Ну, как говорил классик, слухи о моей смерти чрезмерно преувеличены. Поэтому я понимаю, что иногда ради красного словца не жалеем мать отца. Можно так говорить для нагнетания как бы страха. Это тоже работает в краткосрочной перспективе. Но в целом без бар, без исян. Как любит говорить Дамир Мамлявевич Исхаков. Что касается конфликта татар и башкир, это сложная тема. Я бы ее оставил на другой момент. В некоторых наших эфирах я ее затрагивал, почему и как это происходит.
Но это очень большая тема, то есть она не объясняется, скажем, одним каким-то простым тезисом. Там слишком много чего переплетено, и действительно это большая беда. Руслан, зачем нам быть экспансионистским проектом? Это путь в никуда. Возможно, многие тут даже не понимают, что значит выбрать путь экспансионизма. Смотрите, Татарда bir yaxshi aytim бар. Или, как говорят турки, баш атасюз. Харакатта баракат. В движении благодать. Или у латинян это звучит perpetuum mobile, на чем как бы они хотели основывать вечный двигатель. Значит, если вы не двигаетесь, то вы стагнируете. Если вы будете лежать, попробуйте лежать 5-7 дней просто. У вас организм сразу начинает сбоить. Я уж не говорю про пролежни и так далее. Все, организм тут же начинает боить, потому что его нужно постоянно погружать в ситуацию движения, мобильности. Что я имею в виду экспансионистом? Я не имею в виду там захватывать чужие территории. Да, естественно, нет. Это никогда не было нашей политикой прямой. Экспансионистский я имею в виду, как говорил Юлиус Эвола в свое время, надо быть с теми, не кто защищается, а кто нападает. Не в том смысле, что вот надо быть с угнетателями. Он не в этом плане имел в виду. Он говорил про то, кто имеет драйв, а кто как бы находится в состоянии таком термоид, как бы вот такой полутруп или живой труп, с ним вы далеко не уйдете. Экспансионизм подразумевает отстаивание своих прав. Вот у Москвы, да, нападать, отстаивать свои интересы, действовать, двигаться, выдвигать новые идеи, новые проекты, ввязываться во что-то новое. Не только говорить и причитать, что как у нас все плохо, и у нас было великое прошлое. В этом смысле мне нравится другая поговорка. В прошлом у нас было великое прошлое, про будущее. Да? Вот в прошлом мы мечтали о великом будущем. Сейчас мы мечтаем, вернее не мечтаем, а рефлексируем о великом нашем прошлом. Невозможно идти вперед и с повернутой назад головой. Попробуйте. Ну, во-первых, шею сверните, во-вторых, даже если сможете, первый столб споткнетесь. Поэтому экспансионизм я подразумеваю движение, харакет, мобильность и быть вот в ситуации, то, что я называю динамичный миллет. Где книги образовательные на татарской латинице? Вы чем вообще заняты, просветители? Почему татарская культура только Азатлык должным образом продвигает? Берсус Эшюк. Соглашусь, это вполне правильное вопрошание и требование даже. Книги на татарской латинице были, вы знаете, что Конституционным судом была запрещена эта практика с подачи Жириновского тогда, ну, он просто как клоун вышел, там, проорал с трибуны Государственной Думы, что если татары сейчас перейдут на латиницу, кричал он, то завтра они вступят в НАТО и присоединятся к Турции. Значит, какие-то есть учебники, их очень мало, но работать в этом направлении нужно. Конечно, вообще урта алифба керек, потому что есть очень много моделей, да, латинской графики. Все по-разному пишут, там три, насколько я помню, их всего. Вот, их нужно, во-первых, кодифицировать, унифицировать и централизовать. И дальше продвигать, да, постепенно кучерге. Писать в этом, ну, я думаю, да, может уйти одно поколение, но с чего-то надо начинать. Но интернетта, по-моему, ол нелер бар, тарихи язмалар, мәсәлән, 19 ғасыр, 20 ғасыр башындағы язмалар. Это все есть, очень много на сайте, например, Института истории Шахабуддина Марджани есть сайт, Институт татарской энциклопедии у них есть сайт, можете смотреть на сайте Академии наук, Татарстан, там что-то есть. Ну, в общем, найти можно, но это, конечно, так разрозненно все.
Почему татарские деятели занимаются различными вещами? Как беспокоиться за Курилы, борются против Китая, где сформированная позиция про будущее татар? Чего мы хотим, никто не может сформулировать. Вот я об этом говорю. Но то, что вы задаете этот вопрос, это правильно, значит, мы можем, объединившись, это сформулировать. А то, что татары там борются против Китая, это тоже верно, это тоже правильно. Там живут наши татары, там живут наши братья, уйгуры, казахи, остальные. Мы не можем окуклиться и говорить, что это их проблемы. А вот когда случилась беда, когда случилась могилизация, многие татары отправились в Казахстан, Ялаш, Кыргызстан, казахлар, андагы жерлі татарлар, ярдам көмек. То есть они вошли в наше положение, поэтому мы должны ощущать себя единым целым. Руслан, Света белән стримда сөйләшергә теләгегез юкмы? Бәйсез Татарстан турында хәзерге оппозициядә ниләр ошамый? Шул фикерләрне зуррак аудиторияга таратырга кирәктер. Мин килешәм, мин анарга каршы бер видео язма чыгарган идем. Тәнкыйть сүзләре дә ишетелде. Но һәрхәлдә мин әзер, һәрдаим мәсәлән, тере һәм цивиль булган бәхәскә мин ачык. К чему латиница, если есть наше цивилизационное достояние, древнетюркская письменность? Ну, есть. А как вы ее хотите вмонтировать в тюркский мир? Как вы ее хотите воссоздать? Как она есть, да, но она является частью истории, но ее невозможно сейчас интегрировать в большой мир, в большой тюркский мир. Ну, это невозможно просто. Давайте будем честны. Руслан, пока вы за бугром, без влияния Кремля, без азатлык радиуса с их ЛГБТ, создайте группу для разработки татарского интернет-проекта. Это, как получается, отдельный интернет, что как в КНДР, как он называется, QMNG, или как там он у них звучит, интранет, короче. Есть люди, есть кишелер, айрым кишелер да бар, айтишниклар да бар, они есть, в принципе, татарлар арасында, и они что-то делают, там разрабатывают, вот есть и википедисты, значит, я смотрю, вот у нас в чате в том числе Фархат, по-моему, зовут, да, который вот переводит все на татарский язык в Википедии и создает эти страницы. То есть вот с ними нужно, я, скажем так, скажу честно, не могу взять на себя все обязательства. Это нужно координировать, курировать. Если напишите, там могу с людьми какими-то свести, так сказать, что идея ведь какая? Когда мы говорили об экстерриториазации, значит, мы говорили о том, что есть горизонтальные структуры, которые действуют в отсутствии единого центра, скажем так. И вот махалля – это и есть наличие самостоятельной воли у отдельных сообществ. Потому что если ждать, что вот кто-то там придет и что-то скажет, тогда мы ничего не дождемся, дорогие друзья. Но вопросов много, спасибо вам. И давайте bu сөйләшүләрне, bu лекцияларны аралашуны даими платформага куйык, мәсәлән, атнага бер тапкыр, да, раз в неделю. Это будет, я думаю, хороший подспорьем, где-то можно будет каких-то людей приглашать, татарларны, мәсәлән, төрле илләрдә яшәүче татарлар белән әңгәмә корып, яисә анда билгеле татарлар белән, мәсәлән, ниндидер фикер алышуны гамәлгә куеп, карарбыз, в общем. Уйлашырбыз, будем думать. Ну, сезнең мәсәлән тәкъдимнәрегез булса, тоже языгызчы.
ул да бик мөһим, чөнки бергә генә без бу эшне йөреп чыга алабыз. Иншалла, сезгә зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, дуслар.